Ага, проходи, Максим, проходи. Так, раз, слышно? Так, ну давайте начнем наше занятие. Вот мы по теме социальной стратификации, да, говорили в прошлый раз, и вот здесь вот нужно как раз ответить на вопрос, да, как раз таки какие термины, они не подойдут к теме социальной стратификации, да, то есть нужно найти то, что не является критериями социальной стратификации. Добрый день, дорогие телезрители! Вы смотрите передачу «Борис». Это передача про людей, которые сделали из своего увлечения доходное дело. И сегодня мы в гостях у Кристиана Куприянова. Он открыл свое репетиторское дело, свой репетиторский центр и расскажет сегодня, как вообще открыть такое дело и как его развивать. Добрый день, Кристиан. Добрый день. Угу. Расскажи, пожалуйста, немного о себе и о своем центре для начала для зрителей. Меня Кристиан Куприянов зовут, и да, я являюсь репетитором по истории, по обществознанию, уже являюсь репетитором с 2017 года, да, вот когда закончил школу, я достаточно хорошо сдал экзамен, и вот как раз меня пригласили поработать, да, с школьниками, да, просили знакомые, потом я работал в репетиторском центре, работал как человек, который готовил к олимпиадам по истории, по обществознанию, да, так как я сам в школе проходил все это и участвовал в различных этапах, в том числе и на всероссийском уровне, и республиканском уровне, побеждал, и, соответственно, все это как бы создало такую базу, да, и с 2017 года я работал сначала как наемный репетитор, потом уже открыл свой центр, да, начал вот как раз работать, да, начиная где-то примерно с конца второго курса, начала третьего курса в университете. Вот, и уже, получается, с 2017 года уже 8 лет как работаю. Вот. То есть ты открыл свое дело, будучи студентом? Да. Как это происходило? Вот многие, наверное, многим будет интересно это узнать. Как происходило, да, все начиналось с того, что как-то хотелось самостоятельности, независимости, да, и я решил попробовать, да, что все-таки можно попробовать, да, потому что учеников становилось все больше, спрос был, были хорошие отзывы, результаты, и я решил снять кабинет, да, потом первой покупкой был принтер, вот, самое такое важное, да, он, кстати, до сих пор есть, да, и очень важно, да, потом дополнительную технику, и так постепенно, да, увеличилось количество довольных учеников, ездили ребята из УУСов, да, приезжали даже зимой под минус 40 градусов, вот, из Майи приезжали, из Покровска приезжали, специально приезжали, вот, и, были интенсивы различные, да, и вот, как бы, соответственно, все это постепенно, потихоньку выросло в такое вот дело, с которым я по сей день занимаюсь. То есть ты после учебы сразу продолжил и даже не стал в государственной сфере, какой-то в школе, в институте работать? Я, получается, какое-то время работал в университете как педагог дополнительного образования, но там я не история обществознания была, там было дебаты, да, то есть как раз-таки я развивал вот это направление. Вот, и я при этом тоже совмещал с репетиторским центром. Я и учился, и работал, получается, как бы в найме, и вот репетиторское дело развивал. Хорошо. А были ли какие-то сложности открыть свое дело в репетиторской сфере? Конечно, всегда есть трудности, да, то есть любое дело, оно требует затрат, нужно как бы все продумать, просчитать, да, потому что, бизнес и так далее, это всегда нужно знать маркетинг, менеджмент, да, то есть нужно себя выстроить, да, продумать грамотную рекламу, также, надо вот этот вот тайм-менеджмент, потому что ты продаешь свою услугу, да, и ты должен грамотно организовать время, да, то есть как все и так далее, со скольки до скольки ты работаешь, со скольки до скольки ты делаешь там рекламу, ты учишься, да, то есть все время я еще
обучался, да, поэтому вот ходил на пары, когда-то сам проводил, да, занятия, и вот все это надо было прям очень хорошо выстроить. Вот, я думаю, вот это вот самые важные вехи, это менеджмент и маркетинг. Вот, с этим были трудности, наверное. Давай, вот как раз ты упомянул, как же выстроить вот это вот все, тайм-менеджмент, как ты говоришь, как вот выстроить, чтобы очень хорошо, продуктивно работала твоя вот именно деятельность? Ну, вообще самое важное, это, наверное, любить то дело, чем ты занимаешься, да, то есть самое важное, если ты приходишь и тебя это радует, ты заряжаешься от этого, это вот самое важное. Ну и, конечно, использовать такие разные инструменты, как, например, календарь, да, то есть у меня всегда расписан график, то есть со скольки до скольки, ну, какой-то ученик, какое-то дело, да, то есть нужно сконцентрироваться на этом, да, и полностью отдаться вот этому. Ну и, конечно, надо ранжировать по важности, да, те или иные дела, да, которые есть важные и срочные, важные и не совсем срочные, да, это так называемая таблица Эйзенхауэра, и вот если ей следовать, то, ну, получается более эффективно работать. Вот. Ну, то есть от репетитора, от его харизмы, как он подает материал, тоже многое зависит, наверное, да? Вот что бы ты на это сказал? Ну, конечно, да, то есть самое вот важное, это, наверное, подача материала. То есть я всегда как бы задавался вопросом, когда обучался в школе и так далее, что иногда подаются каким-то сложным языком, да, то есть человек, например, ну вот преподаватель мог какую-то информацию очень сложно рассказывать, а я вот, например, старался рассказывать доступным, легким языком на понятных примерах, приводил примеры из жизни, потому что важно понимать, что предмет, он как бы не оторван от жизни, да, обществознание, история, то есть как, например, те или иные там юридические ситуации можно использовать, история, например, как мы можем видеть, например, то, что какие-то исторические процессы влияют, например, на современную политику, вот, и это как бы заинтересовывает школьников, да, вот в какой-то степени, почему так действительно, да, и самое важное, как бы, именно то знание, которое ты используешь, оно лучше запоминается, чем то знание, которое такое вот абстрактное, непонятное, и ты не понимаешь, зачем это использовать. Конечно. Вот, поэтому это важно. Но в этом и отличие, наверное, от репетиторского центра, работы с репетитором и просто обучение в школе, наверное, да? Да. То, что более глубже и более каким-то таком доступном формате, да? Вот можешь немножко показать какие-то материалы, может быть, рассказать, как примерно выстроена твой урок? Вообще самое как бы важное, да, это чтобы было сочетание теории и практики, да, то есть всегда как бы, вот, например, в обществознании есть 5 блоков, да, которые рассматривают это человек-общество, экономика, социология, политика и право, да, и вот всегда вот начинается обучение с легкого к сложному, да, один из самых легких блоков это блок человек и общество, да, например, что такое человек, да, то есть вот мы можем видеть самые такие ключевые понятия, это вот конспекты, выдержки, да, из учебников, то есть самые такие важные понятия я даю школьникам, чтобы они как раз-таки их, записывали, да, и потом могли отточить на тестах, да, то есть я вот как раз даю теоретическую часть и практическую часть, которую они дома выполняют, и мы уже проверяем, то есть насколько хорошо они закрепили ту или иную информацию, да, то есть получается вот это как раз-таки теоретическое, а тесты, они, получается, в Google форме с автоматической проверкой, как раз они проходят их, и мне сразу приходит результат. Вот, то есть это как раз-таки такое автоматизация обучения идет. Вот, и, соответственно, у меня вот есть база данных, я даю вот ученикам, да, вот доступ, и они как раз-таки могут это выполнять. Вот, и как бы форматы занятий тоже есть разные, да, то есть есть очные занятия, онлайн занятия, вот, и как раз-таки тоже это дает возможность заниматься ребятам из вузов в том числе. Вот. Все материалы подготовишь сам, делаешь сам? Да, самостоятельно. А на какие, получается, базируешься, на какую литературу базируешься? Ну, конечно, это учебники, которые вот рекомендованы в ГОС, да, это Федеральный государственный образовательный стандарт, и ФИПИ, да, то есть Федеральный институт педагогических измерений, который именно разрабатывает задания для экзаменов, да, для ГИА, да, государственной итоговой аттестации, для ОГЭ и ЕГЭ. Вот. Понятно. А у тебя индивидуальное больше или групповое?
Ну, как бы и групповые есть, и индивидуальные есть. Ну, вообще, я думаю, что как бы даже вот такие небольшие группы, они эффективны, да, в плане того, что ребята общаются друг с другом, да, есть элементы конкуренции, вот, и в какой-то степени, когда идет такое общение, да, ну, ребятам действительно бывает интересно, да, вот, поэтому у меня как бы и группы, и индивидуальные в том числе тоже есть. А как ты выстраиваешь, вот, например, индивидуальное, да, ты специально для него подбираешь, выстраиваешь уже его учебный какой-то вот процесс, да, его? Да, конечно, мы сначала обычно проводим анализ вот именно того уровня, который есть у ученика, на основании того, что он выполняет такую диагностическую работу, да, и мы выявляем пробелы. То есть вот, например, у него там пробелы вот таким вот блоком, да, там по истории, по обществознанию, и исходя из этого нужно больше упор сделать на тот или иной блок. А вот эти блоки он хорошо знает, да, в принципе, можно пока вот, ну, немножко как бы их позже, да, пройти, закрепить, да, вот это вот как раз... Или затронуть меньше. Да, то есть индивидуальную образовательную траекторию всегда нужно как бы делать. Вот, то есть вот это вот нужно учитывать, да, то есть какие-то особенности учеников и так далее. Есть ли у тебя какие-то особенные, ну, методы, может быть, какие-то интерактивы во время занятий, которые вот заинтересовывают, там, помогают еще? Ну, вообще, как бы иногда мы проводим выезд, тоже... может, куда-то? Ну, иногда вот мы с ребятами тоже ездили в музей, например, вот. «Россия. Моя история», да, то есть вот как раз с ребятами собирались, да, и вот как раз в музеях, например, смотрели выставки, да, различные, иногда вот ездим с ребятами. Также вот те же самые дебаты очень хорошо развивают умение, да, как раз-таки критическое мышление, умение собирать информацию и доносить ее, да, использовать информацию. То есть вот как раз-таки турниры по дебатам мы устраивали. Вот, и это как бы тоже такие интерактивные, да, методы, как раз-таки, которые позволяют более эффективно запоминать информацию. Вот. Хорошо. Ты уже, получается, 8 лет в репетиторской сфере. Как ты вообще оцениваешь эту сферу? Насколько она востребована, насколько она прибыльна? Ну, я думаю, что она достаточно востребована, да, потому что учеников все больше и больше в школе, и все хотят получать качественное образование. И учителя в государственных школах не всегда успевают в полной мере, например, уделить внимание там 40 ученикам в классе, да, и требования возрастают, да, в том числе на экзамене. А у часов, например, там история обществознания может быть не так много, поэтому люди пользуются услугами репетиторов, да, потому что это позволяет там сдать на более хороший результат, поступить на бюджет, да, и это вообще как бы позволяет сэкономить, да, на самом деле семейный бюджет, чем, например, платить по 400, по 500 тысяч в год, да, лучше, например, в 11 классе хорошо подготовиться. У меня есть такие, например, истории таких учеников, да, которые очень благодарны, поступили на бюджет, да, и, очень благодарны, что в 11 классе они позанимались, да, то есть вложились, это своего рода инвестиция, да, и, например, там, в течение 4-5 лет они уже обучаются бесплатно, еще плюс получают стипендию, вот, то есть в один год хорошо потрудиться и уже потом обучаться на бюджете. Хорошо, а важно ли репетитору, получается, повышать квалификацию, обучаться самому? Конечно, это очень важно, потому что как бы требования меняются, да, и каждый год нужно тоже под эти требования подстраиваться. Я тоже стараюсь проходить курсы, смотреть новые материалы, в том числе от ФИПИ, да, я даже какое-то время жил в Москве, тоже там ходил на некоторые лекции. Вот, онлайн тоже обучаюсь, да, то есть тоже сейчас много достаточно есть способов, да, обмен опыта с коллегами, это, я думаю, очень тоже важно сейчас. Вот. Хорошо. И что еще важно вот для репетитора, вот чтобы быть успешным репетитором, что, как думаешь, будет важно? Что еще важно? Важно это, конечно, умение всегда быть на связи с детьми, да, быть на одной волне с ними, да, как раз-таки уметь объяснять сложную информацию доступным языком, и умение, наверное, самое главное,
обучить учиться, да, вот самое главное, да, то есть не просто передать информацию, а именно научить ребенка самому искать информацию, заинтересовать. Я думаю, вот это вот самое главное, зажечь вот огонь в ребенке, чтобы он как раз сам мог находить нужную информацию, учиться и так далее. Тоже, ну, были такие вот истории, что даже, например, некоторые вот очень сильно заинтересовывались какой-то темой, и потом, например, даже записи в студенчестве использовали, которые мы, например, проходили во время обучения обществознанию и так далее, и, ну, и очень благодарны были, то, что даже в студенчестве пользуются записями, которые мы рассматривали, например, на репетиторстве. То есть, если подытожить, для того, чтобы начать свое репетиторское дело, нужно вот арендовать помещение какое-то, и как вот, как собрать детей? Это работать надо со школами или как вот клиентуру свою набить? Ну, вообще, да, как бы в начале, когда ты только начинаешь путь, возможно, бывает сложно, да, что тебя никто не знает и так далее. Да. Можно проводить бесплатные мастер-классы, например. По школам. Да, можно по школам, например, через онлайн-сети, да, то есть развивать, например, какие-то свои онлайн-площадки, личный бренд в социальных сетях, да, и вот, например, проводить вебинары, например, как раз, ну вот сейчас онлайн позволяют, да, вот, например, делать какие-то анонсы, да, и рассылать, да, что есть там в онлайн-формате, там на какой-нибудь площадке пройдет мастер-класс. Вот, и вот так можно набирать учеников в онлайне. Ну и, конечно, когда вот уже постепенно и уже ты работаешь много, то будет действовать сарафанное радио, рекомендации, очень институт рекомендаций один из хороших. Вот, то есть важно, да, использовать разные инструменты маркетинга, потому что чем больше ты используешь, да, и тестировать. Самое важное вот тестировать и анализировать, то есть откуда приходит, например, к тебе клиент. Целевая аудитория. Да, то есть вот откуда, да, и возможно сделать какой-то портрет, кто, например, к тебе придет, да, то есть, ну, то есть кто твоя целевая аудитория. Обычно это мамы, да, то есть у которых дети, им по 18 лет, да, то есть это мамы, наверное, им лет под 40 где-то так, да, может 40-50, да, которые как раз-таки хотят своему ребенку найти репетитора, да, и так можно как бы понимать, а где они могут быть, да, то есть и потом уже исходя из этого вот работать. Очень хорошие советы. Не только от репетитора по истории общественного знания, вообще вот в репетиторской сфере получается, на любой предмет. Очень хорошо. Но теперь хочу уже перейти на твой другой вид деятельности, можно сказать. Да, ты также занимаешься туризмом, более теплые сезоны, получается, да? Расскажи об этой сфере, как ты туда пришел? Ну, вообще, мне туризм всегда нравился, да, путешествия, да, вот, и я сам как бы был в туротряде, например, в Артеке в школьные времена, вот, и тогда мы тоже учились, ходили в походы, учились вязать узлы, да, и в прошлом году, например, я всю страну проехал на машине, да, с Якутска до Владивостока, с Владивостока до Санкт-Петербурга и Крыма, вот, 4 месяца заняло путешествие, везде на САПах сплавлялся, да, в Тихом океане, на Байкале, в Черном море. Вот, Ничего то есть себе. Старался как бы везде, да, побывать, вот, и мы как бы тоже вот пешие прогулки тут в Якутске устраиваем, и также, например, сплавы, да, на саббордах. Ну, то есть теплое время года обычно как бы тоже ты хочешь немножко, ну, летом обычно у репетиторов не бывает такой работы, да, и хочется тоже как бы в какой-то другой сфере себя потому что все попробовать, разъезжаются, тоже да, все отдыхают. разъезжаются и так далее. И вот, например, недавно я получил аттестат гида-экскурсовода, свидетельство, да, вошел в такой вот федеральный не реестр, просто так да, получается. да, сдавал экзамен, да, там как раз-таки... Экзамен сложный? Да, ну то есть там устный экзамен был и тестовый экзамен. Мы сдавали там перед заместителем министра предпринимательства, да, там еще важными как раз-таки деятелями. Вот. Тоже заметка для тех, кто интересуется. Вот. И поэтому как бы важно, да, то есть вот это даже использовать. И вот пешие, например, прогулки, например, до вулканов мы делали, то, что вот, может, не знали, да, что около Якутске, да, вот были раньше вулканы. Вот Молотовская падь, да, там вот как раз сохранились, да. Вот уже заинтересовал, наверное, телезрителей. Вот, да. То есть мы, например, в этом году ходили
около 56 человек было, да, то есть, ну, вот большая группа. Да, то есть такая вот группа, ну, вот это такой бесплатный был поход, да, мы его строили, да, бесплатный поход на автобусах, то на машинах, и мы вот поехали, и вот собрали желающих, 56 человек собралось. Вот, в субботу в 9 утра это было. Ну, вообще записывалось там почти под 100 человек, да, но обычно как бы не все в субботу смогли встать. Понятно. Вот. А как как ты выбираешь маршруты и получается, сколько человек обычно бывает? Вот, ты же не только вот одно устроил, много, наверное, устраивал, да, вот другое? Ну, разные маршруты, да, то есть для сплавов это получается маршруты, ну вот, да, как бы разные могут быть. Ну, то есть в пределах Якутска есть вот, например, до Кувшинок можно, да, Краснокнижных съездить, около Чичур-Мурана озера, да, поплавать. Сплавы, например, мы устраивали с Табаки до Якутска, да, или с Хатаса до Якутска. Тоже очень интересно. В Амгу, да, тоже делали сплавы. Вот, ну, достаточно тоже такие интересные были. Ну, и в целом, как бы, много разных направлений есть, да, и вот, как бы, ну, хочется развиваться в этом направлении. Вот. Понятно. А также, наверное, тебе помогает твое историческое образование, то есть ты, наверное, исторический экскурс какой-то при этом делаешь, да? Ну, конечно, да, то есть вот эти вот особенности. Я сейчас еще в аспирантуре обучаюсь, да, по направлению этнография, антропология, да, вот как раз это тоже, думаю, поможет в последующем. А, Кристиан, вот ты, получается, сейчас являешься самозанятым и решил, вот, ну, все равно это риск, да, почему ты решил стать самозанятым, а не работать, например, в государственной сфере? Что для тебя вот дает, что тебе дает самозанятым? Прежде всего, это свобода, автономия, да, то есть как раз-таки гибкость, да, то есть вот, например, я сам выбираю, да, то есть когда ты можешь работать, когда отдыхать, вот поэтому я, например, сейчас совмещаю, да, как бы, ну, заботу о себе, да, вот спорт, да, я вот, например, начал с августа этого года бегать, да, вот стараюсь как бы заниматься здоровьем, вот, то есть, ну, вот обычно это утром, да, обед, да, вот это вот половина дня я вот использую, например, ну, для себя, да, а вот остальную часть времени, ну, для работы, да, то есть вот гибкость и так далее, я думаю, это очень важно. Вот. И также это возможность как бы свободы, творчества, да, ты сам выбираешь какие-то материалы, которые можешь использовать, да, как ты можешь это как подать, ты хочешь подать, да, как ты можешь подать, вот, то есть вот это вот тоже очень важно. И меньше как бы какой-то такой бюрократической, да, работы, которые, ну, направлены на то, чтобы вот там сдавать отчеты и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот это вот тоже очень важно, что ты можешь больше использовать времени для работы с детьми, да, потому что же даже был какой-то такой анекдот, что когда ты там заходишь к врачу, да, что врач там больше времени проводит на то, чтобы поработать с компьютером, нежели, например, беседовать, да, с пациентом, там как-то его осмотреть и так далее. Вот, поэтому как бы тоже хочется, чтобы было больше работы вот именно с детьми, да, нежели, например, какой-то бюрократической работы. Понятно. То есть тебе важно иметь контакт с детьми, именно вот как-то их... А как ты вот, правда, что как ты с ними вот общаешься, как ты мотивируешь вообще своих учеников? Ну, вообще, на учебу? Мотивация идет с того, что нужна цель, да, то есть как раз-таки, что они получат, например, от этого, как они могут эти знания в дальнейшем использовать, да, вот это вот, думаю, самое важное. Вот. То есть сам ребенок должен быть мотивированным, это вот самое важное, да? Да, то есть замотивировать ребенка, показать. Например, у меня был ученик, который тоже долго думал, типа, зачем мне обучаться и так далее. Я вот, например, посоветовал ему, да, то есть определить какую-то цель, куда он хочет поступить. И он поставил, например, для себя цель поступить, например, в ВШЭ, да, Высшую школу экономики в Москве, да, сказал, ну, посоветовал ему пообщаться, может, с студентами. Он нашел там студентов, которые обучаются, написал им ВКонтакте, вот, и на заставку телефона поставил себе, говорит, это моя мотивация. Да, и когда он там захотел там поиграть в какие-то игры там или еще что-то, да, он как бы такой думал, наверное, стоит мне больше времени уделить обучению, да, чтобы поступить, да, то есть это такая визуализация тоже работает, да, то есть у него, когда он брал телефон, стояла на обоих вот такая заставка вуза. Понятно. Вот. А как ты видишь будущее вот именно репетиторской сферы? Как ты думаешь? Будущее? Ну, я думаю, что будет больше использования искусственного интеллекта, да, как раз использоваться какие-то нейросети, да, которые сейчас вот есть.
Вот, и, ну, возможно, это упростит работу, да, для репетиторов по, ну, как подготовке каких-то материалов, да, но все равно Более интересных таких да, материалов, да? не исчезнет работа человека с человеком, да, потому что вот важно вот эта эмоциональная связь, контроль, да, то есть, мне кажется, никакой робот не сможет заменить, да, человека, это вот очень такой, ну, важный, да, момент. Вот, тоже как бы это нужно стоит запомнить. Ага, ну и хочется услышать твои какие-то планы на будущее. Ну, вообще планы, конечно, да, то есть это, ну, дальнейшее развитие, да, охвата большего количества учеников, да, конечно, хотелось бы, чтобы, возможно, выйти за пределы республики, да, есть ребята, которые, ну, из других регионов сейчас занимаются, да, вот, ну, они как бы из Якутии, но все равно, да, вот где-то учатся в других школах и так далее, да, вот, хотелось бы, чтобы онлайн формат больше, да, развивался, вот, над этим направлением думаю, да, чтобы как раз большее число учеников охвачивать, да, и не быть привязанным к месту. Вот. Ну и использование вот, искусственного интеллекта, нейросетей. Тоже интересно, да? Да, вот в этом направлении поработать. Понятно. Ну, спасибо тебе большое за беседу, Кристиан. Побольше тебе благодарных и умных учеников, ну и туристическую сферу тоже, чтобы ты развил и чтобы у тебя все получилось. На этом наша передача подходит к концу. Будьте вместе с нами. До новых встреч!